сквере Витан в микрорайоне Борчокрак в крымской столице теперь постоянно многолюдно. Дети на аттракционах, молодежь на качелях и спортивной площадке, мамы прогуливаются с колясками. Открытый на прошлой неделе сквер местные жители ждали очень давно, но этот праздник омрачился массой недочетов, которые видны уже с первых дней. Тротуарчики или как сказать, я не знаю даже как это, дорожки вот щебнем этим мелким, отсевом. Все это получается вот на покрытии, на игровом вот этом. Дети бывает, что падают, на коленочки падают, это очень больно, я сама знаю, как это. Вот, плюс его еще смыть может. Как вообще при первом хорошем ливне, конечно, вот там вот есть такие спуски, где точно его смоет. Спасибо городу, сделали хороший такой сквер. Хотелось бы при всех позитивах сказать такие вещи, которые можно бы поправить. Качели рядом абсолютно, на цепях, и цепи начинают раскачиваться и цепляют друг друга. Вот есть даже уже, оно, конечно, новое, есть следы на самих качелях, как побиты. И вот они, следы уже на досках. Вот. Это опасно. Парк очень нравится. Ну, есть, конечно, какие-то минусы, но а так, в общем, очень хорошо. Для детей очень удобно. С качелями чуть-чуть неудобно. И вот эти вот крошка, видите, она сыпется. Вот это действительно. А так все хорошо остальное. Больше всего вопросов у местных жителей к безопасности в сквере. Один из минусов этого сквера, что зона с аттракционами для самых маленьких детей расположена ближе всего к проезжей части. Заграждений здесь нет, поэтому за маленькими детьми здесь нужен глаз да глаз. За неделю с момента открытия сквера с конструкции уже слезла краска. Ну вот смотрите, все перекладинки этой конструкции деревянные, видите, они все с трещинами. Это через буквально месяц, может быть, это все разлетится. Детские площадки, которые мы уверены, что они не пройдут ни одну экспертизу, они опасные, они низкого качества. Конечно, дети, увлекаясь игрой, о безопасности не задумываются. Для них сквер – это новое место для развлечений. Мы после школы идем сюда. Да. Мне нравится корабль. Играться там, догонялки играть, прятки. И мне эта площадка нравится. Понравилось больше всего вот эта вот местность. Этот аттракцион. Ну да. Мы после уроков и перед Иногда уроками до сюда уроков. заходим. Там всякие досточки, но я боюсь на некоторые идти. Я только на те две люблю ходить. Ну, Нам тут нравится. вот эта штука прикольная, скалолазание, качели классные. Спортплощадка. Ну, потому что после учебы делать нечего, и чтобы не идти домой, не делать домашнее задание, лучше здесь поиграть. Ну, тут интересно, вот эта вот площадка, мы туда каждый день ходим, потому что нам очень здесь нравится, прям вообще, А вот взрослые не понимают, почему при строительстве сквера допустили столько ошибок, ведь проект обошелся в 38 миллионов рублей. Очевидно, эти деньги ушли на деревья, которые для сквера привезли аж из Италии. Собственно, деревья из Италии привезли. Ближе не нашли, что ли? С Италии привезли деревья, коллеги. В общем, в стране, по-моему, все растет. Сквер жителям микрорайона Борчокрак построили не просто так. Жители участвовали в конкурсе, проведенном администрацией города, и стали одним из 4 районов, которые обещали облагородить в рамках программы на средства от правительства Москвы. Запрос сделан в интернете. Что вы именно хотите видеть? Ну, конечно, люди указали, что фонтан, так как мы микрорайон фонтаны. Потом качели, спортивные площадки, озеленение, там, где чтобы могли пенсионеры посидеть, мамы с колясками. Так как у нас нет дорог, дети не могут кататься на велосипедах, на самокатах. Но пожелания жителей так и остались в воздухе. Проект с ними никто не обсуждал. Скамейки, они в виде бетонной просто какой-то плиты, и сесть на них неудобно, даже ноги поставить некуда. Вот. Нету спинки, то есть пенсионер, который придет и захочет расслабиться, сесть, он не сможет этого сделать. Активисты неоднократно обращались к властям с просьбой обратить внимание на недочеты. В момент строительства всего этого мы уже это видели и просили администрацию, обращались. У нас 20 обращений в администрацию к Демидову по поводу этого сквера. Приезжал несколько раз, улыбался и говорил, что такой проект. Вот я хожу, у меня пакетик с отсевом, я хожу по совещаниям, я показываю этот отсев. Позавчера было совещание у Демидова.
конкретно я говорю, что он сказал. В процессе эксплуатации произведем дозакупку и доустановку скамеек со спинками. Щебень притрамбуем и приасфальтируем. Сроков нет, дорожная карта не подписана. Поэтому это просто слова, в которые, честно говоря, нам с трудом верится. Местные жители хотят добиться встречи у руководства республики, а также намерены обратиться в прокуратуру.